Определить преступника по запаху крови – это не научная фантастика, а реальный вид судебной экспертизы, который уже больше 30 лет практикуется в России. Ведь человек оставляет не только отпечатки пальцев, но и запаховые следы, которые научились выделять и даже визуализировать. Почему уникальная методика помогает там, где даже анализы ДНК бессильны? Как выглядит запах и появится ли в Якутии подобная лаборатория? На эти вопросы ответил Дмитрий Сергеевский, полковник полиции, главный эксперт экспертно-криминалистического центра МВД России. Ну, Дмитрий Алексеевич, расскажите для начала, что же такое запаховая экспертиза? А судебная экспертиза запахов следов человека, которой я занимаюсь, да, которую производят в нашей лаборатории, в нашем отделе, это экспертное исследование пахучих веществ, следов пахучих веществ пота и крови человека, которые несут в себе информацию, индивидуализирующую человека, оставившего данные следы. То есть, грубо говоря, вот у нас, там вот у меня на кожных покровах, да, и у вас есть пот, да, если мы где-то вот оставим данные наши вещества, в том числе и останутся на этой поверхности и индивидуализирующие человека запаховые вещества, пахучие вещества. Да? Вот с помощью этих веществ мы получаем информацию о том, какой субъект, да, на месте происшествия вступал в контакт с каким объектом, да, то есть с какой вещью контактировал какой человек, ну вот более так понятно говоря. То есть, а технология какая забора запахов? Давайте будем говорить не о запахах, а о запаховых следах или о пахучих веществах. Хорошо, запаховые следы. Да. Пахучие вещества с мест происшествий изымаются на объектах-следоносителях. То есть, ну, что это такое? Допустим, при взломе замка, да, злоумышленник использует отмычку. И вот он ее держит, ломает замок этой отмычкой, да. Соответственно, на этой отмычке формируются его следы, его пахучих веществ, его запаховые следы. Если эта отмычка, там, бросил он ее где-то на месте происшествия или по пути отхода, да, с места преступления, если ее находит оперативно-следственная группа, да, она изымается, предоставляется к нам в лабораторию, где мы и получаем с нее запаховые следы с помощью специальных методик, которые разработаны в нашем отделе. Ну, вы знаете, просто всем уже, наверное, известно и привычные такие исследования, как ДНК, отпечатки пальцев. Действительно, а вот по поводу запаховых следов как-то не так распространено. Просто и звучит все это немножко по-фантастически. Никакой фантастики в данной методике нет. Она полностью научна, она прошла апробацию, в том числе получены рецензии и из академических институтов. Эта экспертиза не на слуху, скажем так, да? Но в общем и целом она играет свою роль в раскрытии расследования преступлений. Причем, вот вы упомянули, допустим, экспертизу ДНК, зачастую нам удается добиться хороших результатов там, где ДНК метод бессилен. Допустим, если преступление совершают монозиготные близнецы, в этом случае как бы у экспертизы ДНК серьезная проблема возникает, потому что профили практически одинаковые, разделить их достаточно тяжело, но наша экспертиза позволяет это сделать. Я прошу вас просто понять, я не говорю, что там ДНК это плохо. Нет, ни в коем случае. Просто каждый экспертный метод имеет свою как бы область применения. Вот. И при всей как бы, да, мощности метода ДНК-анализа они не всемогущие. И это очень часто видим мы, потому что там, где ДНК оказалась бессильна, там делаем экспертизу мы и помогаем следствию установить какие-то правду. То есть мы, если нам приходит одежда жертвы, мы смотрим, думаем, а вот когда там, допустим, его вот убивали этого человека, да, и, ну, как правило, всегда держит. Ну, держит или как сопротивление, какая-то борьба происходит, да, там. То есть где его могли держать и, соответственно, где могли сохраниться запаховые следы злоумышленника.
Получается, у каждого человека запах, он индивидуален. Да, запах похож на слоеный пирог. Да? У нас основание, вот этот основной коржик, да, образно говоря, это вот индивидуальный запах, а сверху может быть профессиональные запахи, да, какие-то запахи парфюмерии, да. Но мы вот это наслоения, которые на индивидуальный, мы их не исследуем. Мы исследуем строго индивидуальный запах человека, который определяется индивидуализирующим человека пахучими веществами, да, вот, которые находятся в крови, ну и в поту тоже, соответственно. Можете рассказать какой-то случай, действительно реальный, когда запаховая экспертиза действительно помогла в расследовании дела? Значит, из одного города сибирского прислали экспертизу. Рюкзачок такой подозреваемой женщины. Значит, в чем дело? Она жила со своим сожителем, что-то они там не поделили. Она его убила и по частям выносила на разные помойки города. В этом рюкзачке. Вот, и там кровь была, его кровь, было установлено, что это его кровь внутри этого рюкзака. Но ее следов на рюкзаке обнаружено не было. Да? И поэтому как бы прибегли к нашей экспертизе, да, то есть попросили установить, есть ли запаховые следы вот на этих лямках рюкзака. Мы срезали, соответственно, лямки рюкзака и провели исследование, выявили на них запаховые следы вот этой женщины. Суд уже состоялся, как бы, и она была признана виновной в убийстве. Вот что-то где-то преступник да забудет. Идеальных преступлений не бывает. Да? Вот где-то он забудет либо там стереть отпечаток пальца, либо замыть свою кровь. Там. И запаховые следы, там, если он что-то держал, где-то там у нас получается найти эти запаховые следы. Ну, как получить этот запаховый след? Как визуально выглядит? Можно ли потрогать, получается? Ну, предположим, что вот этот вот я сейчас вам покажу на модельном объекте, вот этот модельный объект доставлен к нам с места происшествия. Клинком были нанесены удары жертве. Вот запах жертвы, который там есть, да, он как бы останется у нас под фольгой. Да? После этого мы увлажняем над паром, покрываем тонкой пленкой воды. Да? Затем мы используем вот такой прибор, сборник запаховых следов. Мы помещаем сюда ткань, создаем в этом приборе разрежение, чтобы там при более низкой температуре испарялись пахучие вещества. И заливаем жидкий азот вот в этот сборник. То есть что у нас происходит? У нас существует градиент температур, то есть внизу горячо, вверху холодно, и происходит просто процесс возгонки. Пахучие вещества с рукоятки, прогреваемые рукоятки ножа, взлетают наверх и оседают на байковой салфетке. Через полчаса, после того, как собралась запаховая проба, мы вот открыли кран на атмосферу. Вот вы спрашивали, как запах выглядит. Вот там кристаллики льда. Потом, значит, с помощью служебных собак-детекторов, специально подготовленных, уже альфакторным методом, альфакторным обонятельным, да, альфакторным методом исследовать вещества, полученные с объектов, и выявить, либо не выявить там проверяемое лицо на данном объекте. То есть в этом процессе участвуют и собаки, то есть животные? Скажем так, они применяются в качестве инструмента. В экспертизе есть субъект экспертного исследования. Да? Это специалист, обладающий специальными познаниями. В данном случае вот, субъектом исследования выступаю я. А есть объект исследования. Это то, что исследуется в экспертизе. А мы привлекаем собаку в качестве такого инструмента. А как это происходит? Разработана специальная методика, которая утверждена, пробирована и опубликована в открытой печати. У собаки предъявляется
запаховый образец, полученный из крови проверяемого лица. То есть, грубо говоря, каждый из нас пахнет своей кровью. Но если вот на вас найти на вашей рубашке, чтобы ваши следы найти на вашей рубашке, нам нужно, чтобы у вас получили образец крови, из него получить запаховую пробу тоже на байковые салфетки. Собаке предъявляется этот образец для запоминания, то есть, грубо говоря, она его нюхает. Вот. А потом из определенного ряда запаховых проб, то есть там 10 проб стоит, она выбирает пробу, на которой есть запаховые следы вот того человека, который ей дали знакомиться. Или не выбирать, если там запаховых следов нет. Такое тоже бывает достаточно часто. То есть получается, с места преступления берется какой-то предмет, например, оружие, которым было совершено преступление. Да. С него вырабатывается, то есть берется, изымается запах, в лаборатории, и потом уже берутся образцы у подозреваемых. Да, безусловно. Да? У нас экспертиза сравнительная. То есть у него берут кровь вот этого проверяемого лица и, значит, с помощью этого образец крови сравнивают с теми следами, которые получены с объектов, изъятых с места происшествия. В России существует 10 таких подобных лабораторий. Да. Насколько сложно ее оборудовать, подготовить экспертов, то есть нужны собаки все-таки? Ну, если есть люди, которые хотят проводить это исследование и заинтересованы, и увлечены этим, у нас то там и работает эта экспертиза. Да? Вот. Это во-первых. Потом нам нужно помещение для животных, да, обязательно, потому что разместить их. Нам нужно помещение, то есть где мы проводим сбор запаховых проб, и зал для проведения исследований, просто помещение для экспертов, где происходит написание самого заключения эксперта. По себестоимости экспертиза достаточно дешевая. Опять-таки, возвращаясь к тому же исследованию ДНК, если вы спросите, сколько стоят эти наборы, сколько стоит это оборудование, это колоссальные деньги. Мы обходимся гораздо дешевле. А вот насчет якутской лаборатории, насколько это реально сегодня создать у нас в республике? Вопрос в помещениях, в помещении для лаборатории, для отдела, вопрос там, где разместить собак. Да? Если у вас будет это выделено, и будут люди, которые этим увлекаются, будут продвигать это направление, то, я думаю, это вполне реально. Вы знаете, я делал из Якутии экспертизы еще в 1999 году. То есть направляли, я это помню. Вот. И там проблема допросить, тогда надо было туда лететь к вам. Да? Вот. Это, в общем, далеко не ближний свет, что называется. Но было бы проще, если бы у нашей республики была своя лаборатория, получается. Чем больше будет возможностей у следствия исследовать данный объект с места происшествия, тем больше шансов получить значимую для следствия информацию о событии преступления. И тем лучше для правосудия, для правоохранительной деятельности, для спокойствия граждан, в конце концов. Дмитрий Алексеевич, спасибо за интересную беседу. Благодарю вас. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.